Бзира Фюмас. Здравствуйте, уважаемые зрители. Апснахабар продолжает работу. Я рад поприветствовать сегодня в нашей студии экс-омбудсмена Сида Георгиевна Шакрыл. Бзира Фюабет. И прежде чем мы начнем нашу беседу, очень важную, на мой взгляд, я прошу всех подписаться на Апснахабар, делиться нашими видео во всех социальных сетях. Мы есть и в Facebook, и в Instagram, и в Telegram. Конечно же, наш YouTube-канал и сайт. Поэтому мы есть везде, вы можете нас найти на любой площадке. Сида Георгиевна, сегодня наш разговор будет строиться, наверное, исходя из того, что произошло сегодня и происходит в целом в стране. Мы как бы от какого частного случая будем говорить об общих вопросах. И, наверное, акция сегодняшняя Харах Пицунда, которая с раннего утра всю общественность и всех заинтересованных в правах человека, в правах народов, в правах граждан, это все взбудоражило. И то, как правоохранительные органы на это отреагировали. Я бы хотел, чтобы сегодня мы об этом поговорили и задать вам один такой, может быть, провокационный вопрос. Если бы вы были бы не экс-омбудсмен, а омбудсмен, какую бы оценку вы дали бы и как бы облеченной властью, и сейчас какая у вас оценка на сегодняшнее событие? Ну, мои оценки не меняются в зависимости от того, нахожусь ли я в должности уполномоченного или нет, когда это касается нарушения прав человека. И вот сегодня, например, вот сегодня мы знаем, что за эту акцию ребят, участников инициативной группы задержали, задерживали их ранним утром, и некоторых из них держали там 5-6 часов и не отпускали. Да, кстати, мне рано утром был звонок. Я даже сперва не поняла, кто и что, а потом я подняла трубку, это были ребята из Харах Пицунда. Они вам позвонили? Они мне позвонили, потом, когда их уже забрали в отделение милиции в УВД города Сухум, и спрашивали, имеют ли право и так далее. Хотя они все это знали, но, видно, им хотелось как-то получить поддержку, понимание того, что происходит. Вот. И я, это еще было раннее утро, 9 часов еще не было. Поэтому, задолго до 9. Да, я им, конечно, рекомендовала. Я выяснила, есть ли у них адвокат, как их забрали, кто забирал, как это произошло, вообще где они находились. Я ничего как-то не понимала, что происходит. Вот, и потом они рассказали, что сотрудники отделения милиции УВД города Сухур, я даже скажу, что это был уголовный розыск Альфред Норманя, который задерживал одну из групп, я так поняла, что их было несколько групп, ребята, которые развешивали баннеры с цитатами Владислава Григорьевича Ардзанба, Фазиля Искандера, Аслана Георгиевича Бжаня. Вот. И все эти цитаты были направлены, то есть они выражали обеспокоенность молодежи относительно судьбы Абхазии. Вот. Вы знаете, я знаю этих ребят. Будучи уполномоченным, я с ними встречалась по разным проблемам. Даже вот когда у них были тоже акции протеста, они тоже консультировались, переходят ли они какие-то там нормы и так далее. Вот. Я прежде хочу сказать, что это лучшая молодежь. Вот. Мы знаем, какие проблемы сегодня у нас с молодежью. Мы знаем, что наша молодежь, если провести исследования, да, у нас очень тяжелые будут результаты этого исследования. Мы обнаружим, что у нас огромное количество молодых людей сегодня наркозависимы. Огромное количество молодых людей сегодня не нашли себя. Они заканчивают университеты, они имеют образование, они себя реализовать не могут. Они на улице.
У нас зависимость не только наркотическая, алкогольная, и есть еще и молодежь, которая играет в разные игры. Это тоже зависимость очень серьезная, которая разрушает судьбы. Не только того человека молодого, кто играет, но еще и семьи. Поэтому меня поражает, что сегодня такая образованная часть, здоровая часть молодежи, она оказывается в отделении милиции. За что? За свои убеждения, Ну, за свои принципы, за гражданскую позицию, за желание жить в свободной, демократической, независимой Абхазии, за то, чтобы в этой стране не нарушались права, за то, чтобы соблюдались интересы абхазского общества. Да? Это передовая абхазского часть. народа я еще хочу Да, подчеркнуть. абхазское общество, я имею в виду в целом всего абхазского народа Абхазии. Я здесь даже не хочу делить народ абхазский, вот абхазской этнической национальности. Это другая история, мы об этом тоже поговорим. Но я хочу сказать, что вообще все, кто здесь проживает, они хотят жить в этой... Они же здесь остались, они здесь живут, они не уехали из этой страны, потому что они хотят жить в Абхазии, они хотят жить в абхазском государстве. Если бы они хотели жить в другом государстве, они бы уехали в другое государство. Это граждане, которые... Я считаю, что в данном случае мы должны говорить о народе Абхазии, который хочет, чтобы у Абхазии было абхазское лицо, чтобы в Абхазии говорили на государственном абхазском языке. Кстати, надписи, вот я прошу прощения, тут я хочу отметить, что и многие надписи были на абхазском языке, и эти цитаты выражали идею и борьбу абхазского народа за свободу, независимость, за все то, что происходило десятилетиями. И вот в этом контексте, почему я спросил, за что, да, то есть как бы, Вы знаете, за какие цитаты и мы видели, за что и против чего выступает. Например, там были такие лозунги, как «против продажи апартаментов». Это же мы тоже понимаем, что апартаменты равно нарушение баланса демографического в нашей стране. То есть они предупреждают и те вопросы, которые ставит власть. Наверное, поэтому уголовный розыск был задействован во всем этом процессе. Я сейчас вернусь к этому, но я хочу закончить вот эту мысль об этой молодежи. Да? Ребята, которые работают над собой, над своим образованием, расширяют свой кругозор, да? У них видение шире, чем у многих людей, потому что они прогрессивные, потому что они хотят идти вперед. И когда именно эти люди мешают твоей стране, это возникает большой вопрос. А в чьих интересах сегодняшнее правительство действует? Если эти люди, если эта молодежь передовая сегодня мешает. Мешает их гражданская позиция, мешает то, что они озвучивают сложные вопросы, и поднимают и отстаивают интересы. Вы знаете, мне очень больно, что после 30 лет, да, после окончания грузино-абхазской войны, после победы абхазского народа в этой войне, да, молодежь абхазская 30 лет спустя опять становится на путь отстаивания абхазских интересов, уже абхазского народа. Да. Это, я думаю, что нас многих должно немножко это отрезвить, эта ситуация. Как эти ребята сегодня могли оказаться в здании УВД города Сухум? Как себе это было позволено? Кто себе это позволил? Возможно, мы сегодня должны говорить о том, что это замыкается на начальнике угрозыска Альфреде Норманя, или же замыкается на начальнике УВД города Сухум Хагуш, или же это же выше. Министр внутренних дел, премьер-министр, президент. Кто давал такое задание? Потому что на самом деле эти ребята не совершали противоправных действий. Они
они выражали свое мнение. У каждого есть право выражать свое мнение так, как они считают нужным это сделать. Вот кому-то хочется встать на голову и стоять на голове, так выражать свое мнение по какому-то вопросу. Вот он может встать на голову и стоять. А кому-то хочется инсталляцию какую-то сделать и выразить таким образом, да, свое мнение. Они могут. И поэтому тут никакие разговоры вот там, да, об нарушении общественного порядка, в какой момент в 5 часов утра нарушен был общественный порядок. Там людей вообще не было, никого не было. Общественный порядок и правила были нарушены в тот момент, когда они их собрали. Они нарушили принципы, да, и принципы вообще демократические и так далее. Но они нарушили самое главное ценности, принципы, да, абхазского общества. Стремление к свободе, да, стремление выражать свою точку зрения, свою позицию, свое мнение – это то чем дышит как бы абхазский народ. Да? И кто сказал, что не вы нарушили принципы и нормы абхазского общества? Кто-то сегодня хочет менять правила, по которым живет столетиями абхазское общество, которое из поколения в поколение отстаивает. Вот так сложилось, что мы сегодня должны у абхазского руководства отстаивать право на свою идентичность, право на свой язык, право на то, чтобы говорить, и право выражать свою заботу об этой стране. Я думаю, что мы в какой-то черты очень серьезные. И это хороший индикатор. Я вернусь к этим лозунгам, да, которые Эти же лозунги, это же не просто, как они, вы знаете, даже сперва они хотели им приписать хулиганство, потому что я говорила с представителями власти, в том числе из Хагуш. Они мне говорят, что это... Я звонила не как там, да, уполномоченный, а как человек, который просто хотела бы предупредить их, не совершать каких-то ошибок, и не стоит этого делать. И они не имели права, да. И конечно, вот как они хотят сказать, что это какие-то хулиганские сперва, потом выясняется, что это очень сложно им приписать какое-то хулиганство, потому что уже очень серьезные ребята. И каждый плакат, и каждая фраза, она долго обдумывалась и подбиралась. Это не просто там в суе, там, да, как а потому что они уже по-другому. А вы знаете, в чем проблема? Почему эти ребята вынуждены были сегодня эти плакаты развешивать? А потому что нет площадок, дискуссионных площадок, свободных площадок. Абхазское телевидение не создает такую атмосферу или такие площадки, где профессионально обсуждать можно было бы. Я бы хотел бы предупредить вот сегодняшний репортаж абхазского телевидения. Как раз интересно, что покажет абхазское телевидение по итогам сегодняшнего задержания молодых ребят. Ну, интересно, просто интересно, конечно. Потом уже постфактум можно будет это интересно, проанализировать. Конечно, но я хотела бы, чтобы все понимали, что не случайно акции проявляются. Если есть свободная дискуссия в обществе по самым сложным вопросам, и эти площадки на разных уровнях, да, и начиная от школ, там, университетов, телевидения, парламент, кабинет министров, есть общественная палата, слава богу, часто используется эта площадка, но разные профессиональные, да, площадки и так далее, тогда нет нужды для акции протеста. Значит, можно в дискуссиях, в спорах эту истину находить. Да? Мне кажется, здесь, Сида Георгиевна, вообще нет дискуссий по поводу
тех лозунгов, которые были у ребят. Здесь как раз... Нет, дискуссия о видении того, как Абхазии развиваться. Я об этом говорю. Это, мне кажется, здесь не дискуссионный вопрос. Я прошу прощения, моя мысль, знаете, в чем заключается? Что то, что выражалось вот в этих плакатах, в этих цитатах, в большинстве из них, да, это то, что сопровождает наш народ уже многие столетия, десятилетия и так далее, да? То есть здесь не дискуссионный вопрос в этом. Мне кажется, здесь проблема... Я сейчас хочу сюда вот... Не об этих фразах. Я говорила, например, вопрос об апартаментах, скажем, да? И там, конечно, сама фраза, она не дискуссионная, что не хотят, как бы, чтобы абхазский народ оставался в меньшинстве, опять бы, да, проходил бы тот же путь кровавый, который мы прошли, чтобы отстоять эту свободу и право на свою идентичность, на свой язык и так далее. Но тут вопрос я в другом, что если бы тот же вопрос об апартаментах, он бы обсуждался в здоровой атмосфере, а не так, что там в какой-то момент собрали всех бизнесменов, и их мнение навязывается абхазскому обществу, да, или же там чиновники только озвучивают, почему этот закон нужен и так далее. Не чиновники озвучивают. Чиновники сегодня... Вы понимаете, когда мы говорим демократия, мы же вот как бы хочу, чтобы все как бы это поняли. Это власть народа. Кто бы, вот это означает слово демократия, в переводе означает власть народа. Это когда кто-то говорит, это ваша демократия, то есть это он означает, это ваша власть народа. Вот как бы нам хотят сказать. Якобы это демократия что-то западное, пришлое. Нет, я хочу, чтобы каждый понимал. Альтернатива демократии, власти народа, да, это авторитарный режим. Это вот когда у народа нет возможности донести свою точку зрения до людей, которые сегодня руководят, да, вот это в этом вот как бы суть. И когда мы говорим об этих дискуссионных площадках, да, это механизмы реализации вот этого главного принципа, что власть народа, это механизм реализации власти народа. Понимаете, вот эти дискуссионные площадки, вот эти различные экспертизы. Разные институты, которые помогают. Да, то есть это механизмы. Сам по себе власть народа, оно не будет реализовано, потому что это записано в Конституции. Это записано вот это должно быть реализовано через различные вот такие инструменты. Одним из этих инструментов вот это так, чтобы мнение молодежи было услышано. А как? А это же надо дать этому реализовать. Как реализовать возможность, чтобы мнение нашей нынешней молодежи было услышано, учтено при принятии решений, судьбоносных решений. Если этого не происходит, значит происходит вот знаете, то, что вы сказали мнение молодежи, но у меня сразу вот на недавнем совещании глава государства реагируя на выступление главы Гудаутского района, сказал: ты же среди своих, не переживай. Вот, власть, она делает так, чтобы были и свои молодые, и чужие молодые, и свои ветераны, и чужие ветераны, и свои общественники, и чужие общественники. Мне кажется, что вот здесь разделение внутри, и вот вы очень, мне кажется, важную вещь сказали по поводу того, а чьи интересы обслуживает нынешняя власть. Мне кажется, что вот здесь мы получаем такой ответ, что так как здесь в действиях власти, в том числе во многих вот этих, так скажем, дискуссионных вопросах, власть обслуживает интересы иностранных, в том числе там олигархов и так далее, то и молодежь вынуждена спустя те же 30 лет снова бороться за национальные интересы. То есть, получается, за национальные интересы борется общественность, и в этой борьбе им противостоит свое же собственное правительство. Вот как бы где произошел такой конфликт. Ну, правительство, руководство и так далее. Я таким образом вижу. То есть, если была бы у власти абхазская повестка, проабхазская повестка, если бы, например, глава государства сказал бы: вот здесь же жило 540 тысяч, да, населения, ну вот нас сейчас 240, то мы вернем 300 тысяч абхазов
на историческую родину, не было бы у него оппонентов. Но так как он не говорит этого, то мы все понимаем, что речь не идет о наших соотечественниках, речь идет о ком-то другом. Да? То есть как бы нет у власти абхазской повестки, и эту повестку вынуждены понимать уже молодые, не молодые, неважно, да, то есть как бы вынуждены понимать представители общества. Вот что происходит. Вы знаете, ну ну вот если так как категорично, да, говорить, есть абхазская повестка, нет абхазской повестки, я весь 30-летний период хочу взять. Да, я не Да? говорю, конечно, Правда, это все в Ливан? этой Мне канве. кажется, сегодня вот то поколение, ну, сегодня так символично тоже там оказались молодые ребята такие. Вот посмотрите, за 30... Можно я вас перебью, потому что эта мысль у меня сегодня была в голове. Я, ну, как бы прокручивал ее, да. То есть спустя 30 лет сын Астамура Таня и сыновья Руслана Хашик оказываются в УВД города Сухум не за употребление наркотиков, не за избиение, не за нарушение там, чьих-то прав и свобод, а они оказываются в УВД ровно за то, за что их отцы боролись и так далее, и так далее. Да. То есть, да, вот как бы Да. вот это мне кровь не вода, говорит мой Да, вы знаете, на самом деле один близкий человек. это дети, которые примером да, могут служить сегодня, потому что они на самом деле молодые, образованные, воспитанные во всех, да, вот как псуацасума, агисума, я дзопа хучка, урылыч хорету, его хучкороп, хрылыч ход. И ну, моя семья, я о другом говорила. Если бы вот это мы должны немножко, мне кажется, что нам надо проснуться, да? Мне кажется, дальше некуда спать. Я считаю, что у нас будет как раз вот такие события. О чем я хочу сказать? Мы 30 лет, мы пришли к тому, что наши дети, которые хорошо воспитаны, правильно воспитаны, образованы, они будут делать правильные вещи. А правильные вещи значит отстоять, да, там, свою страну, когда она находится под угрозой и так далее, исчезновение, все остальное. И означает, что мы что-то не то сделали за 30 лет, раз нашим детям сегодня дети подвергнуты такой вот, да, такой опасности, и у них такая судьба оказалась в Абхазии. Мы что-то 30 лет, что-то неправильное, что-то ужасно страшное не то делали. Это что означает? Что мы думали, что все само собой будет, что вот этот чиновник может прийти туда и награбить, и уйти. Я хотела бы сделать вот такой вот, знаете, ну не знаю, может быть, исследование такое, сфотографировать все дома чиновников, высших должностных лиц, которые за 30 лет, и в каких домах они сегодня живут, и как они живут. Это показатель того, на что работали эти люди. На себя, на государство, на кого они работают. И можем мы их всех сфотографировать знаем. потом больницы абхазские. Да, больницы, да, школы, там и так далее. ну много чего мы можем сфотографировать. И показать вот в лицах. Вы знаете, я против коллективной ответственности. Я хочу, чтобы каждый понес свою ответственность, каждый за свое место. Человек краснеет вот, один. Да, вот и в этом смысле мы должны понимать, что вот эти дети, они, как это сказать, расплачиваются за воровство их, да? Я сейчас не этих детей конкретных, вот это поколение наше расплачивается за беспечность, да, за коррупцию, за ту систему государственного управления, которую выстроили все чиновники, которые находились у власти. Я тут вот эта оппозиция, нет, они все побывали, и оппозиция, и нынешняя власть в одном лице, в другом, и предыдущая, они все десятилетиями управляли этой страной, одни и те же. Понимаете? Понимаю. У нас, как говорится, колода карт не меняется, одни и те же. И очень сложно вот как бы вот многих слушать по абхазскому телевидению, когда они сегодня вдруг опять отстаивают интересы Абхазии, а 10 лет они там были, они делали то же самое. Очень сложно их слушать.
Понимаете, начинает всего. Сегодня кто-то там говорит, там, ну не знаю, вот эти все договоры, зачем такие договоры, а кто-то эти договоры подписывал, да? Они сегодня реализовываются. А те, которые сегодня против реализации этого договора, они подписывали этот договор. Понимаете, что происходит? Ну, Поэтому конечно, это тут должна быть ответственность каждого человека. личная, Вот да. лично он на этом месте. Вот сегодня по одному там вопросу кто-то сказал, ну извините, что если вот там как бы, я говорю, нет, не передо мной надо извиняться, а извинитесь перед своими детьми, чтобы их лишаете будущего. Я хотел здесь очень, мне кажется, важную вещь подметить. Вы говорите о том, что этот весь, да, 30-летний путь, мы что-то делали неправильно, раз мы дошли до такого состояния, да. С одной стороны, это верно, но я бы сюда добавил бы, что у нас пока есть возможность защищать собственные интересы Конечно. такими средствами, как сегодня делали участники Конечно. Харах Пицунда. И будут делать, и мы будем это делать, да, конечно. я вот это хотел подчеркнуть, Да. что это означает, что пока, вот может мы много чего делали неправильно, но такие же люди есть, которые бескорыстно, искренне. Конечно. И в том числе, да, это абхазский народ. Да. Конечно. И значит, наша задача общая, чтобы мы не давали вот прямо сейчас власти задушить. Никто не да, позволит. Вот такие позитивные тенденции, потому что, учитывая там ошибки там, и так далее, мы должны выходить на вот правильный путь. Вот я вот, то есть как бы я знаете, в этих акциях никто вижу не даст, понимаете, мы видно, кто-то не очень хорошо знает свое абхазское, да, свой народ. Никто не даст. У нас слишком тяжелая, да, судьба у абхазского народа, чтобы вот так стереть это из памяти. Завтра, да, будет открытие музея Лакоба. Зачем открывать музей Лакоба, если мы сути не понимаем? Что мы хотим в этом музее показывать? для формы. Какую историю мы хотим, чтобы не забыло поколение из поколения, чтобы помнили, зачем музей Лакоба, если мы сегодня детей скручиваем, увозим в УВД за то, что они выражают свою точку зрения. Зачем музей Лакоба? Это что за двойные стандарты? Это что за лицемерие? Я считаю, что мы должны об этом говорить. Мы слишком увязли в этой лжи и лицемерии, абхазское общество. Я, наверное, очень резка в своих вот этих, да, выражениях, но я думаю, что мы должны все понимать, что мы у черты – это рубежи. Рубежи, к сожалению, не на внешних границах, а внутри рубежи за чертой, который, за вот эти вот, за этот рубеж, если переходить, то мы уничтожаем абхазское государство. Если мы уничтожаем, если мы хотим по указке, да, чтобы жили в этой стране, кто и давать, и определять, кому говорить, кому не говорить, как сегодня на абхазском телевидении, то мы эти рубежи, значит, мы эти рубежи будем отстаивать. Значит, мы объявляем войну, потому что это свободы. А какая разница, кто посягает на твою свободу? Чиновник или какой-то внешний враг, который с твоей территории это хочет еще забрать? Оставляя безвольным это целое общество, а какая разница? Это не народ, это не общество, которое будет лишено всяких прав, а тем более свобод. И мне кажется, да, никому не будет позволено переходить эту черту, и пусть никто не думает, что кому-то это будет позволено. Я просто хочу сказать, что если, может, кто-то думает, что силой какой-то, да, на какую-то силу рассчитывать, но я думаю, сильнее абхазского народа им не найти. Это очень серьезно. Я сегодня здесь, потому что я вижу,
как в последние годы у нас серьезно идет вот такое давление, да, на такой накат на права и свободы. И тут даже на какие-то очень, ну не знаю, сакральные вещи, да, как бы посягаются все. Вы знаете, если говорить об абхазском телевидении, да, мы за 30 лет не смогли общественного телевидения добиться в абхазском государстве, чтобы правительство не думало, что это их собственное телевидение. Мы не смогли донести это до общества, чтобы общество отстаивало, независимо от того, кто пришел к власти. Для меня не важно, для меня важно, чтобы это было общественным. Кто у власти. И самое главное, люди, которые у власти, чиновники, они должны понимать, что это не их собственность. Это не государственное телевидение, это не правительственное телевидение. Это государственное, это всего народа. И мне кажется, что до тех пор, пока будет такая попытка, да, ограничивать вот доступ к телевидению, ну и к другим разным площадкам, вот такое, это все, конечно, это все приведет к тому, что все равно это закончится. Никакая власть долго не удерживается таким образом. Любые ограничения прав и свободы и так далее, они всегда приводят к тому, что взрыв будет. Ну, только зависит от того, сколько-то там, да, разница во времени. Но ни одно государство не может стабильно, да, развиваться, иметь будущее, если там не будет свободы, да, не будет свободы, и вообще не будут обеспечены права человека и так далее, не будет свободной рыночной экономики, не будет там, не знаю, свободных выборов и так далее. До тех пор, пока это все как бы будет попытка удерживать, значит, власть не работает. Понимаете, у правительства нет времени заниматься чем-то другим, если вот таким путем идти, потому что все ресурсы направлены на удержание власти. Потому что, ну, понятно, что разделиться не могут они, да? Невозможно. А что происходит, когда, ну, попытка, концентрация власти и так далее? Ты все равно не можешь все контролировать. Это просто да, невозможно. Это невозможно. Да. Мы же, ну, не стоит повторять вот историю. Зачем? Да, мы же все это знаем. Раз за разом по кругу. Да. Я просто о том, что вот вы сказали, что невозможно. Сегодня мы, когда ждали ребят и после беседовали, и они тоже подчеркнули, что ну, работники правоохранительных органов, они во многом не поддерживают, к сожалению, им пришлось по приказу там, и так далее и тому подобное. То есть как бы здесь власть не должна думать, что вот ага, мы там приказали, значит там ребят задержали, там мы приказали, там еще что-то произошло. Тут люди без удовольствия, по крайней мере некоторые, сегодня вынуждены были общаться с... Вы знаете, я... Понимаете? Да, я вот знаю, это к тому, есть что... такие, которым это... Ну, они не заслуживают уважения. Вы знаете, они не заслуживают уважения. Они что, в концлагере? Они что, в фашистском режиме каком-то? Почему они не могут выразить свою точку зрения? А значит, у них другие интересы. Ну, может, они значит, выражали им важнее место, их кресло. Например, там и так далее. Ну, извините, ну ты или приводишь в жертву, приносишь в жертву свою честь, свое имя, как это, свое уважение к тебе и так далее, ты приносишь это в жертву ради своего кресла. И поэтому я думаю, что об этих людях надо говорить, что они не заслуживают вот такого неуважения как личности. Потому что если ты знаешь, что это точно во вред, да, абхазскому государству, если ты точно знаешь, что это нарушает законы, но ты не можешь об этом сказать, сидя в
таком кресле, да, должностном, ответственное, ну, это же ответственное лицо, это же не просто какой-то человек с улицы об этом говорит, правильно же? И я считаю, что никакой человек, который сегодня занимает должность, да, не может придерживаться такой позиции. Он не имеет права. В этом случае или он должен нести ответственность за такое поведение. Потому что в данном случае, что касается детей, извините за выражение, они далеко не дети. Да. Это просто для нас они наши, даже друзей дети наши, да, поэтому я так говорю. Это молодые люди. Что касается в отношении этих людей, были нарушены законы. Этих детей задерживали в нарушении норм всех. Им не предъявили там, да, за что их задерживают. Они не нарушали там ничего на самом деле. Менялись, да, позиции. Они у них они, во-первых, их не задерживали во время того, когда они там развешивали. Они по пути следования, да, их машины останавливали, да, и так далее. Да, по пути кого-то на месте? Нет, на месте не в момент развешивания. Да, не в момент, нет, после, да. Вы знаете, они на самом деле, когда развешивали, если бы они были бы ответственные на своем месте люди, они бы помогли, проследили за тем, чтобы они не сорвались, затем им помогли бы. Так бы было бы в любом цивилизованном государстве, да, где переживают за судьбу. Вы знаете, я даже недавно как-то прочитала, что в Норвегии, если кто-то совершил побег из тюрьмы, они не наказывают, дополнительно нет потому что наказания, он за свободу, да? Потому что это естественное стремление человека к свободе. Если сбежал человек, и он в этой форме, да, чтобы он сообщил, потому что там надо было переплыть там, да, это водное пространство, и чтобы не утонул, чтобы они переживали, что главное, чтобы они знали, что он не утонул, да, просто сообщите, оставьте где-то, что вы не утонули. То есть, если бы я почему это вспомнила, если бы эти сотрудники милиции, которые за ними следили, за некоторыми из них следили еще с раннего утра до долго до того. То есть они вели за ними слежку. Это тоже вопрос того, кто-то их прослушивал, как они это, явно они следили за ним. И они не подошли, не помогли, не проследили, чтобы эти молодые ребята не сорвались. Там на самом деле были опасные места, да. То есть они за этим всем следили издалека, а потом они к ним подошли и стали там требовать того, чтобы задерживать их. Я к чему говорю? Они не составляли протоколы задержания как надо. Они изъятия, они отобрали документы не как положено, представлялись не как положено. То есть там столько нарушений, и нас это не волнует. То есть нас, я когда имею в виду, люди, которые несут ответственность за соблюдение законов в этой стране. То есть сами они говорят о нарушении общественного, они нарушители в данном случае многих норм и законов. Кто сегодня будет их привлекать к ответственности? Конечно, сами ребята подадут, наверное. Я надеюсь, что и в прокуратуру подадут на этих людей и так далее. Но мы же должны увидеть, как реагируют вышестоящие должностные лица на нарушение законов нижестоящих чиновников. Но если происходит это, скорее всего, по приказу сверху, да. то... Но вы знаете, все это почему происходит? Вот эти акции, слишком много беззакония. У нас сегодня, к сожалению, и у нас такой крен серьезный выстраивается в сторону вот такого чиновничьего беспредела и произвола, да, правового произвола. Это самое страшное. И я думаю, что вот именно здесь надо объединяться. Не свергать президентов, не в этот момент, да, на лыхнаш-то выходить и призывать к свержению власти. Не это самое главное. А вот этот случай, это серьезный случай. И вот здесь должны люди требовать, выходить, привлечение к ответственности за серьезные нарушения прав и свобод. Вот это нас объединит. А не вот эти свержения одного и второго. Мы должны сегодня все силы, вот какие есть, у кого есть, да, направить на то, чтобы в этой стране заработали законы. И те, которые сегодня находятся у власти, несли большую ответственность, чем кто-либо за нарушение этих законов. Вы понимаете, что происходит? Что сегодня
Если я в силу моей предыдущей работы, как бы я знаю очень много как-то изнутри, ну, знаю, как законы расписаны, мы сегодня нам тяжело привлекать к ответственности чиновников. А почему? Потому что так все написано. Потому что пишут потому чиновники. Что чиновники пишут, и они себе так расписывают, чтобы ты их не мог привлечь к ответственности. У нас сегодня задача, чтобы сидеть в парламенте и писать эти законы. Чтобы никому не повадно было нарушать закон. Должны быть статьи четкие, ясные, и ответственность прописана за это. Вот есть такая конституционная, да, право, которое закреплено в Конституции, право выражать мнение, да? Вот это должно быть расписано в законодательстве, что это означает. И там должно быть написано за то, что чиновник какой-то, да, там, не знаю, начальник УВД захотел привлечь какой-то там ответственности человека, который вывешивал баннер, вот этому чиновнику вот такое вот строгое наказание в виде, там, не знаю, а если это уголовное, пусть это уголовное, если это административное, с правом не занимать никогда такие должности. Вот когда это будет написано, тогда мы понимаем, как реализовывать это право. А они это не напишут, потому что эти чиновники... Мы сегодня армии чиновников служит абхазский народ, понимаете? Это мое заявление очень серьезное, потому что я за 5 лет работы не смогла добиться привлечения к ответственности, к той ответственности, которую они заслуживали, чиновников. Это о чем-то говорит? Вот это должно разбудить нас всех. А не то, что один президент там что-то так сказал, не так сказал, удачно, неудачно. Конечно, каждый президент, он несет ответственность перед народом, перед которым он давал эту клятву, да? Не нарушать законы и соблюдать интересы государства. Это понятно, но мы должны объединяться вот против такого произвола. И тогда и тот же президент, и тот же премьер-министр будет думать о том, могу ли я себе позволить такое сказать, если завтра прокуратура честно начнет расследование моего дела, и завтра суд честно примет решение. А у нас сегодня все ветви власти слились, понимаете? Да. У нас страшная ситуация. У нас парламент не знает, что они независимая ветвь власти в том смысле, что сопровождают там, не знаю, исполнительную. Это все настолько, даже те небольшие достижения, которые мы имели, то мы стираем, то мы начинаем вот как бы вот попирать их, да. Мне кажется, сейчас вот нужно объединяться вокруг того, чтобы заработала наша Конституция в полной мере. Не фасадно, не бутафорно, чтобы она у нас существовала, наша Конституция и наши законы. Вот тогда и нам надо выходить именно и выражать свое мнение, и добиваться. Вот есть, я сейчас вспомнила, да, ребята, значит, обвиняются в нарушении общественного порядка. А в Амро-банке среди рабочего дня, да, происходит серьезный инцидент и так далее. Я, как вы знаю, что ни одного в УВД не пригласили, да? Ну, по крайней мере, нам об этом не сообщили. Нам не сообщили. Да. Официальные, вот сегодня МВД уже сделало заявление. Это какой посыл абхазскому обществу? Мы чиновники, что хотим, то творим. А вы будьте добры, пожалуйста, вот сидеть, это не для вас права и свободы, это для меня. Все законы для нас, да? Скотный двор Оруэлл, да? Оруэлл, да. Ну, в общем, спасибо за такую содержательную и, мне кажется, эмоциональную, но... Очень эмоциональная, но она, да. Эмоции, вот знаете, вот это уже получается второй или третий выход к сожалению, с акциями, эмоционально, да, активистов Арах Пицунда, и все очень эмоционально. К сожалению, происходит. Эмоционально, потому что я вижу, как, вот, вы знаете, очень тяжело, я сегодня говорила с родителями тоже, да, мне тяжело было как бы на них смотреть. Это очень больно, когда детей сегодня, да, вот твоих детей, которые не воруют, не совершают какие-то ужасные вещи, а мы знаем, что дети чиновников, которые там убили 4, да, или там наезды, там автокатастрофы и прочее, они сегодня не привлечены к ответственности. У нас
люди, которые под миллиард своровали деньги, мы знаем, где они не привлечены. То есть вы понимаете, о какой законности мы можем говорить и о каком доверии к власти говорить, когда у нас же общество маленькое, мы же все друг друга все знаем. хорошо знаем, да. И сложно тут сохранить доверие народа к такой власти. Я думаю, я надеюсь, что все-таки сегодняшний инцидент, да, который произошел, я думаю, что власть должна отреагировать адекватным образом. Они должны принести извинения и компенсацию за то, что вот этим молодым и ребятам вернуть за баннеры. То, что Чтобы можно было их баннеры, развесить, они да. не имели права никаким образом. Да. Если какая-то экспертиза, Сфотографировать они говорят, можно было, можно да. было сфотографировать и так далее. Мало того, что они вообще не оформили, да, акт изъятия и все остальное. Это означает, это все раз. Вот не хотелось бы на этой ноте заканчивать. Но я считаю, что, вы знаете, сегодняшняя акция и сегодняшнее событие продемонстрировали, что нужно продолжать абхазскому народу и абхазскому обществу бороться за свои права. За права надо бороться всегда. Да, всегда. Да. Это не получится Если бы уйти мы в отпуск, с первых дней независимой Абхазии это бы делали, сегодня мы вообще о таких вещах бы не говорили. Да. Да, поэтому не говорили. в этом смысле мы можем присоединиться и поддержать это желание бороться за свои права, иначе никто за них не будет бороться вместо нас. Спасибо за сегодняшнюю передачу и прошу, подписывайтесь на Апснахабар, комментируйте нас, ставьте лайки, это помогает продвигать наше видео. Абзирас. Спасибо. Абзирас.